Всем ассаламу алейкум, это Кыргызская медийная футбольная лига, и мы начинаем пресс-конференцию. Рады вас видеть, уважаемые зрители, также представители команд. Как настроение, Джигиттер? Биргол Чавколов. Очень интересные игры остались позади, это третий тур, также полуфинальные игры. Но прежде всего мы хотели бы поблагодарить наших спонсоров, наших партнеров, без которых мы бы не увидели эти прекрасные матчи, шикарные голы и медийных личностей на поле. 1xBet, Легенда, Нитро, а также Кыргызский футбольный союз. Давайте поаплодируем им тоже. Спасибо вам за такую возможность. 4 команды присутствуют здесь. По идее, 4 должно было быть, но, к сожалению, представители команды Бромвич не присутствуют на данной конференции. С чем это связано? Непонятно, но, скорее всего, из-за того, что они вылетели. Такие у нас новости, так скажем, команда топ-тим. Все отлично, все супер. Команда Намыс. Отлично. Все шикарно. И наши дорогие гости из Казахстана, команда в порядке, которая ни разу не проиграла за этот турнир, показывают вообще самый лучший результат и по игре тоже. И на самом деле никто не ожидал, поэтому Гелля Джигиттер, давайте поаплодируем нашим гостям, братьям из Казахстана. Команда в порядке. Салам алейкум. Салам алейкум. Как вы? Хорошо все? Все хорошо, Рахмет. Во-первых, хотим сказать спасибо за то, что остались еще на день, что присутствовать на пресс-конференции. Для нас, действительно, как бы мы понимали, что команда в порядке, сильная команда, но мы думали, кто-то остановит. Но, смотря на результаты игр, видимо, никто. Вы убрали чемпионов первого сезона Кыргызстана, МФЛ. И на пути осталась только одна команда, с кем вы уже встречались, получается. Вот у Намыса есть еще шанс один, по идее. Да, у Намыса есть. Ну что, давайте вкратце обсудим третий тур. Третий тур, он был вообще бомбезный. Много, там было все абсолютно моменты, спорные моменты. Шикарные перформансы, сколько голов было забито, и напрягающие такие, скажем, игры, да, с командой Sonic. Топ-тим Сайинвест. Очень такая... Так, Керкин, можно пару слов, пожалуйста, насчет этих команд, насчет этой команды Сайинвест, насчет ситуации на поле. Мы вкратце, быстренько обсудим и перейдем дальше. Всем салам алейкум. Такой матч был, такой... нервный. Я предполагал то, что если в конце матча что-то такое будет, это отразится на МФЛ лиге, не только на топ-тим. Потому что все ждут осечки от топ-тима. Не знаю почему. Вроде бы со всеми хорошо общение у нас. Да. Это ожидаемо. Есть что есть, на все воля Всевышнего, все, главное, Аллах все видит, чтобы перед Аллахом все чисты мы. Ушел, выиграли. Вообще в целом, и для меня лично тоже, эта команда, я имею отношение к этой команде, так скажем, и сложно было быть организатором еще с командой. И многие думали, я был рад, что топ-тим проиграл. В какой-то момент, знаешь, меня отпустило. Так классно стало, уф. Конечно, внутри тоже, да, и проигрывать не каждый, но это чувство, дай бог, мы перебороли. И в целом благодарим за выступление команду топ-тим. Топ-тим на этот раз, так скажем, пару можно вопросов? Айзер, можешь ответить, пожалуйста? По составу команды вообще в целом, почему? Или из-за того, что много ветеранов было в команде топ-тим? Из-за чего? Темп игры в целом. И Сайинвест, что третий тур, что полуфинал, были такие, знаешь, напряженные игры. То есть не было много голов, не было не знаю, атакующей игры. Всем ассаламу алейкум. Во-первых, хочу сказать спасибо всем болельщикам, родным и близким, что поддержали нас и поддерживают. Касательно вопросов, да, во-первых, у нас возрастные игроки в команде. Темп игры все равно не тот, которые могли бы дать пацаны помоложе. Касаемо атаки, не знаю, в последнее время у нас с атаками очень туго получается, плюс к этому много атакующих игроков у нас отсутствует. По семейным и по личным причинам жаль, что так получилось, но
Не знаю, получилось как получилось. Мы не переживаем, мы работаем, идем дальше. Ну, этот проигрыш как будто нужен был команде. В целом, да. В целом, да, этот проигрыш нужен был команде, потому что чуть-чуть Да. мы пришли в себя. И мы знаем то, что команда топ-тим будет играть на международном турнире. И, вы знаете, можно пару вопросов насчет турнира вообще? Есть информация, с кем будете играть, к кому будете готовиться, будет ли улучшение? Да, улучшения, соответственно, будут. Много изменений нас ждет. И Макс тоже будет играть, Да, по-моему. Макс тоже будет играть. Я так соскучился, Наконец-то пацаны, будет бегать. Ё-моё, вы бы знали. А почему ты не бегал? Ну, я же был, я как бы себе для себя этот момент конкретно выделил, то есть я не мог играть и быть организатором. Ну, это для меня это дело всё, принципа. То есть я взял и отрезал себя с топ-тим, ну, условно, вообще там тренировок даже. И вот полностью, ну вот уже, благо, турнир тоже к концу подходит, и мы тоже начнем уже бегать. Ну, в целом, Рахмат, топ-тим, удачи вам в дальнейшем, нам в дальнейшем, в целом, медиафутболу. Так, тогда плавно перейдем к команде «Намыс». «Намыс» сегодня достойно Бирадам болып келді такой. На самом деле я ждал, будет побольше людей из команды. Почему на пресс-конференцию так много людей с вашей команды? Не знаю, у нас, наверное, все занятые, все это получается Все на тоях. профессионалы просто. Не профессионал, у нас там много звезд получается. Все на тоях, все тамада, там фотографы, все заняты. И Команда «Намыс» играли против команды «Соник». «Соник» это такое, ну, как бы и «Намыс», и «Соник» новые команды. Но, конечно, по игре мы видели то, что «Намыс» это как будто бы уже существующая команда, да, вот по игре. То есть уже какой-то коннект между вами уже есть, да, вот со стороны, когда смотришь. И «Соник», как вас, приятно ли удивил? конечно, нас удивил нападающий под 11 номером, который только он и играл против нас. Получается, 10 игроков в обороне и один игрок вот шел в атаку и как бы мучил нас конкретно. Да. Классно. А по полуфинальным матчам, полуфинальные игры? Полуфинальный матч. Бромвич, вот это Бромвич. было шоу, конечно, да? Ну, как мы до этого в групповых этапах видели же, мы тоже так же в первом же матче вели 3-1, и в конце нам, как бы, мы расслабились, Да, да. и мы получили еще 2, и там по пенальти, по були там мы Да, такая выиграли. же И история. тут получается такая же ситуация, мы также вот играли, поверили в себя и начали выпускать Медик. не то, что медийных, не то, что медийных. Те, кто мало были задействованы на других матчах, мы дали им тоже шанс почувствовать медийную лигу. И Ну, отсюда класс. и получили, Ну, что... такое ощущение, будто вообще мало медик, да? Такое вот со стороны ощущение, будто бы... Ну да, все об этом и говорят. Но медика у вас играющая медика. У нас дико играющие, да. Да. Такое же о команде в порядке, да? Такие же примерно Да, комментарии. ну да. Ну, типа, мол, одни профы, и у них медик мало. Ну, то есть, вот вчера тоже с командой в порядке тоже говорили, у нас же играет Терри Тима, да, вообще. Ну, как, конечно, мы знаем. Да, хэт-трик дал. Нет, медику он дает. То, что от него требуется, он красавчик. Мы знаем давно его, и в целом он тоже вообще фанат футбола. И в вашей команде он реально раскрылся как будто. Ну, мы знаем, вот по первой игре, там он за One Game поиграл, до этого в SD играл, то есть очень много, да, где он поиграл. Но в порядке ему подходит. В целом, то есть по настрою классно, то есть вайб вообще у вас классный. Но также одна медика получается, и в основном люди, которые известны своими выступлениями на YouTube, да, там 15 выпусков. Ну, то есть люди, которые проходят по регламенту. Тут такая же история, «Намыс» тоже проходит по регламенту. А нам, остальным командам, у которых действительно там Джакс бегает, ну, не топ-тим, не топ-тим. Не топ-тимы это рассказывают, да, я не знаю, ну, тут, как бы, ладно, там, в принципе, я не знаю другие команды, честно говоря, мы медику Казахстана не знаем, ну, как и, в принципе, вы, наверное, медику Казахстана, да? Ну, не всю, да, но Да, знаем. ну, поэтому Терри Тима, он просто у нас прям известный персонаж в Казахстане. яркий. Насчет нашей команды, вот здесь все присутствующие, мы медиа-игроки. Медиа-игроки. Но мы не футболисты. Ну, да, тогда было бы вообще прикольно немного рассказать. Вы тоже как медийный же? Я могу подойти как медийный, меня просто не заявили, не поняли меня. А так я прошел как медийный, да. Прошел как медийный. Вот А тоже по каким медийный человек. критериям, извиняюсь? Легенда кыргызского футбола. Тогда тут всё понятно. Нет, давайте тогда разделять медийный футболист Да, и да. медийный.
Ну вот, Вот у вас вот команда «Намыс», мы играли с вами, и у нас предстоит финал, да, у вас получается в команде медийные профессионалы, правильно? Ну как, медийные футболисты. У нас получается мы по регламенту как бы все по подошли к этому конкретно, и у нас есть и медийные футболисты, и профутболисты, и медийные. Чистые медийки. Чистые А в медийки, поле играет вот, сколько там, 6 медиа, это кто? да. Нет, там Нет, смотри, 4. 6 медиа. Или Шесть, вы да. 4 медиа играете? Не, вот. А Мы весь турнир 6 медиа Не, играли. у нас 11 медиа как бы, да? Топ-тим тоже играет 4. Ребята, вы что? Не, вот 4 профика, там сколько там получается, я полностью не знаю. И Там 6 у них есть 6 медиапрофессионалов. медиа, да. Из 6 людей там медиапрофессионалов. Улан Эсенакунов, это как актер. Там Самуэль, это вот тоже как ведущий, популярный ведущий, говорю, фотограф. Самуэля я знаю, да. мы Да, познакомились. что у нас, кто там еще? Тамада, там Тамада, певцы. Куаны Я имею в виду, вот кто играет. Вот я играю все время. Левша играет все время. Дима играет все время. Не, ну да, но вы же Терри футбольная играет всё база, вот время. видишь, разница в том, то, что, допустим, вот условно у тех, кого мы перечислили, там, не знаю, у Самуэля есть футбольная база, нет, но вот он приближенный такой, да, более к такой футбольной базе. А вот есть там вот Айтпосунов, там, ну они вообще слабые, типа у Ламбарпиев, ну они прям вообще, да, ну Терри даже получше где-то, да, сыграет. То есть в этом формате, да, тут как бы это медиафутбол, и это всегда будет обсуждаться. Вот первый раз мы попробовали сделать медиапроф формат, то есть 3, да, раздела. Это медиа, чисто медиа, это блогеры, это типа Терри Тима Токазов. Медиапроф это вот, ну, условно, там, половина состава Намыс и половина состава в порядке могут войти в медиапроф, потому что у них есть футбольное прошлое. И профы, это уже независимо. Любой ноунейм, настоящий профессионал залетает. Им попробовали так сделать. Ну, у нас началась каша в целом, да, то есть мы посмотрели на вашу заявку, у вас там раздел медиапроф. Все, то есть 2 раздела. Мы знаем регламент казахской лиги и России, там тоже только медиапроф. И мы просто взяли с первого тура, полностью изменили и подстроили под международный, получается, регламент. И, в принципе, все, что происходит, значит, так и должно было быть. В принципе, команды достойны друг друга. Нет, да, и сейчас я хочу поговорить о команде в порядке и сенсационной, что ли, победе. Или это прям, что это, первый раз, мне кажется, да, у вас? 9-1? Да, 9-1. Это что за игра была, а? 9-1. Ну, я не знаю, Хэт-трик когда Терри мы- Тимы. Когда мы сюда ехали, нам сказали и на Zoom, это очень сильная команда. Да, вы настроились хорошенько. Ну, потому что я потом посмотрел, они с Намысом сыграли 1-1, да? Не 1-1, А, 4-4. 4-4. Ну, ничья была. И Булиталити, по-моему. И да, Булиты, да. И мы думали, я не знаю, это поле так сыграло или... мы Ну, так возможно, поле, потому что, как я знаю, вы в основном тренируетесь на искусственных покрытиях. Ну, а там вот, где мы в первый и второй тур играли, там вот земля реально была непредсказуемая. Там всегда, да, нужно было быть начеку. Да, да. Особенно на булеталити. Все били в Да, мидл да. из-за кочек, да. Отскоки, там, типа, удар может быть прям неудобный и об землю, и может поменять траекторию. Ну, в целом, как бы у всех были равные условия, и там, и там. Тут уже там говорить то, что там поле виновато, никто не это. И в целом 9-1, 3 гола Терри Тиму. Настоящий футбольный праздник для команды в порядке. В первый такой большой разгром в Кыргызской лиге. После, очень хотелось бы узнать атмосферу команды. Можно будет? Как вообще после этого? Выход в полуфинал. Атмосфера классная была, как и в принципе до. Терри очень радостный. Да, это его первый Терри. хэт-трик, и за свою команду. Что я хочу озвучить, что Терри не только футболист у нас, он один из основателей. То есть очень- он никуда не уйдет. Это А, его ну команда, так же, как и вот наша команда у нас. Все. И мы не знали. Будем знать. Да, Круто. Поэтому для него это как бы прям праздник был, как и для нас всех. Да, А так настоящий счет, праздник. счет я считаю, что не футбольный, скорее всего. Мы еще 5 не забили. И я не знаю, что случилось с командой Назума. Ну, я знаю, что случилось с ними. Тренер не смог присутствовать на этой игре. У них в команде после последнего проигрыша, ну, то есть у них уже шансов же не было никуда. То есть многие в команде уже потеряли какое-то желание, не знаю. Ну, вот это же есть, там, типа, а чё мне идти там? Ну, играть? я думаю, 9-1, не, ну все Да, равно потеряли 9-1 мотивацию. проигрывать, это как бы чуть-чуть. Да, ну для них это, ну они вот приняли такое решение, там ребята молодые, дай бог, еще увидим команду Иназума в лучшем еще виде в следующем сезоне, дай бог, да.
А сейчас хочется поговорить уже посмотреть, скорее всего, голы. И как бы у нас есть подарочки от наших партнеров для лучший гол. Перевод направо, подача, удар! Вот это да, друзья! Ну это прям гол этого тура. 57-й номер. Третьего тура. Мы помним этот гол, который забил Норик. Но, к сожалению, Норик уже, я как знаю, улетел уже, да? Сегодня в 9 утра. Сегодня в 9 утра улетел. Улетел, да? Жалко, мы не успели передать, но мы передаем команде. Давайте, ваши аплодисменты. Шикарнейший гол Норика. Ну, ножницами, это как на тренировках. Ему лично от наших партнеров, компания Шоро, Легенда, там все вкусности попробуйте. Это наше национальное. Плюс у нас вот в команде Бромвич были, конечно, там подарочки, но мы, наверное, позже свяжемся. У нас Эрбол Атабаев присутствовал в полуфинальной игре, и он действительно показал классное шоу. Положил 2 гола со штрафного. Это были прям просто классные эмоции. Команда Бромвич в целом выступила очень эмоционально, классно, да, они прям горели, вот это вот все было. Но Намыс по достоинству выиграл этот матч, и мы, как организаторы в целом турнира, заметили то, что этот матч был действительно очень интересным. Там было все. Счет был 3-1, потом 4-1, потом 4-2, 4-3, 4-4. Вот так вот догнать, это вообще, ну, Бромвич молодцы, но Намыс делаем шоу. Захватывающую игру, за этот прекрасный перформанс на футбольном поле. От нашего партнера давайте тоже подарим, да, команде Намыс за такую прекрасную. Да. Отлично. Ну и также хотели бы сразу вручить команде Топ Тим. Есть игрок рэпер. Как рэп Аткаручу, это наш дорогой друг, Хайбар его зовут. Он прям медика, но он за последнее время вот именно за это МФЛ показал, ну, классный уровень. Мы все просто прям. Ну вот бывает, на тренировках он играет, хорошо. И вот на официальную игру вышел, и он там начал там среди профов не отличаться где-то, да? Ну, Это наш пахарь. Хайбарга, передадите, да, ребят? Давайте под аплодисменты команде Топ Тим. Ой, Хайбарчик, красавчик, спасибо большое за такую классную игру. Один из таких ярких медиа представителей этой лиги. Ну, поговорим тогда еще по финалу уже, да, перейдем. Впереди большие игры, большая игра, большой шоу-матч. Мы, если так взять в общем, в целом, мы понимали то, что, ну, как-то, знаете, в целом, то есть медиа футбольная лига Кыргызстана, и участвует команда с Казахстана, да, и приезжает, и всех выигрывает. И единственная надежда осталась на команду Намыс, получается, да, с нашей стороны. Команда Намыс, как вообще, о чем вы, вот, насчет команды, что думаете, вы играли уже с ними, какой настрой на финал, там, не знаю, вот, есть конкретные вот, примерно указания, есть ли у вас тренер главный? У нас, ну, как бы есть, но мы сообща его работаем. нет. Ну, как бы его нет, ну, работаем сообща. Как бы каждый говорит Так, своё. очень интересно послушать мнение команды вообще насчет наших... Насчет друзей. команды в порядке. Видно, что они в порядке. Видно, очень стабильная, организованная команда. Видно, класс где-то что-то, да. Если смотреть по другим командам, видно, что они более организованно, более знают, во что играют, Да. и знают свою цель. И думаю, матч будет очень хороший. Да. Еще один факт, команда в порядке пропустил всего 3 Да. мяча за весь турнир и забили 12, да, мячей? Вау, это, ну, один из классов показать. То есть это говорит о том, что защита в порядке. В порядке. Да. Отлично. А есть какие-то приемы? А у вас в атаке играют игроки сборной, национальной сборной, да? Как? А кто это? У нас нет. Ну, есть. Кто у нас? Мы знаем Абая Букулеева. Абай Бакалеев, да. Да, очень сильный игрок.
Плюс еще там, ну, Есть, да, вот Бора. молодые игроки, вот. Суя игроки. Мамралиев, я видел. А Нет, кто это? Суи не будет Но же. его Суя Суи уже был не будет, да. заявлен как и Мужиков. Да. Правильно? Не, ну как, Мужиков, он был Мужик. в заявке же изначально. Ну, мы сейчас говорим о окончательной заявке, которую мы утвердили после всех моментов. Мы полностью, все команды обновили заявки, кинули туда в группу. И как бы с этого мы уже считаем, то есть дальнейший момент. Это Суя, получается, тоже игрок сборной. Да, Суя игрок сборной, использовали его как в одноразовом моменте. В одноразовой акции. Помощь Суи, да, воспользовались. да. Звонок Суи, да? Суи, да. Думаю, может, какие-то еще есть плюшки, где можно воспользоваться В Нет, каком матче он играл? он вот в последней игре играл. в полуфинале. С Бромвич, да. И вот он, кстати... Он нападающий? Он фланговый защитник. А, защитник. Когда он, получается, забил гол, отдал последнюю вот голевую передачу. Да, ну то есть решающий гол он, ну то есть он сделал тоже Сделал, свой да, вклад помог- в игру, помог на самом команде, деле. да. А вот Мужиков. Мужиков тоже принял же, да, участие в голевых действиях? Нет? Вот. Нет, забил? он наоборот не забил. Он ударил, по-моему, вратарь отбил. Нет, он, Нет? А он просто там бегал. он споткнулся, короче, споткнулся. А так, ну, если по игре смотреть, то да, он хороший. Ну, что вы понимали, это капитан сборной Казахстана в прошлом. То есть, я не знаю, лет 5 назад. А да, сейчас он где-то играет? Сейчас он играет в Тоболе, А, в капитан Тобола. Ну вот, контракт закончился у него, мы его к себе позвали. Ну да, мы видели, человек действительно десятка сборной Казахстана. Не, ну этим самым, я думаю, мы подтягиваем аудиторию, футбольную аудиторию, Конечно. потому что это легенда. Конечно. Это не просто там, чтобы он поиграл, мы же могли потянуть там другого человека. Молодого. А это В для Казахстане нас наверняка тоже- есть свой Суя, да? для нас буст. И Да. как бы, да, и Нет, поэтому- супер. Вообще, все за то, чтобы как бы мы медийно в любом случае прокачивались. И по предстоящей игре вообще какой настрой команды вообще обсуждали этот момент? Вы после каждой победы, да, кстати, эта команда тоже не проигрывала ни разу, да? Да, так и есть. Да, вот две команды, которые без проигрыша Без идут. проигрыша идем. Ну, по буллеталити вы проиграли в порядке. Да, по результате 1-0 вроде. Да. Да, по буллеталити, Буллеталити, да. А вот на предстоящую А так- игру какой настрой? Можете немного там открыть занавес, рассказать? Ну, готовимся как на обычную игру, но эти ребята очень подготовленные. Мы с ними уже играли, мы знаем, во что они играют. И будем плавно готовиться к ним. А так до этого мы ко всем матчам готовились так себя и увидели, что мы как бы не таким разгромом и выигрывали, да, получается. Мы так чисто вот 1-0, там где-то нам еще забивают, да, как Да, бы да. более серьезно подходили к этим матчам, но к этим матчам, думаю, к финалу подойдем более А подготовлены. какой, думаешь, будет счет? Думаю, счет не такой большой, такой там 2-1, 1-0, в таком плане, я думаю, будет счет. В пользу В пользу победителей. Да. победителя. Мне кажется, будет очень закрытый матч. Закрытый матч? Ну, это Обе тоже, команды да. будут такие. Ну вот, Матч будет зрелищным, я уверен. ну вот вы почувствовали, да, команда топ-тим почувствовали команду в порядке. Какие пару советов можете дать на мыс, да, условно, там, вот у них вот, ну или отметить конкретно каких-то игроков или какую-то позицию? Мне там? понравился вот Кстати, этот в центре 98-й номер, да? Играл у вас. 80. Или 88-й. Это Мужиков. Ну, старенький такой. Это вот Внизу, Сережан внизу набегал, да. Мужиков. И да. этот Левша, кажется. Такой более, Левша, ну давайте Да. послушаем Левша. более-менее такие быстренькие игроки. Они, были. кстати, вот Айзер с Левшой чем-то похожи, да, вам не кажется? Вот что-то как будто они оба Прическа, может, братья, нет? да, как будто такие, да? Прическа, уши. Левша, Под салам меня алейкум. косишь? Тоже представитель медиа, можешь немного о себе рассказать, чтобы наши зрители и мы вообще в целом немного узнали о тебе. Я вообще в футбол не играл никогда. Да, я стендапом Рассказываешь. занимаюсь. Ты стендапер? Да, в Казахстане. Да. В Казахстане стендапом занимаюсь. И с А пацанами. вообще не занимался футболом, да? Откуда Ну, тогда чуть-чуть. левая нога такая рабочая у тебя, интересно? Ну, да, любительские лиги играем. А в каких командах ты Ну, я был играл? капитаном 7-го А.
В школьник. каких командах еще играл? Ну, из медийных команд. Ты же играл. по-моему. СД. СД? И с СД, получается, сразу в порядке. Да, мы с пацанами ушли и команду свою открыли. И сразу вы там поделились грамотно, все отлично, да? Все отлично, шикарно. Че, Левша, как тебе вообще МФЛ здесь? Ты еще не забил? Среди 9 этих голов тоже не было, да? Мне кажется, там каждый, да, но Терри, Он конечно, пока отжег. только на хайлайты, мне кажется, играет. На хайлайты, да, чисто? Не, против Иназумы я 28 минут сыграл, заменился и не вышел дальше. Ну, потому что у нас тоже много кто не играл, что все получили игровую практику. Я на полуфинал готовился. А сейчас как вообще? Стендап, творческая? Не, пока на паузе, пока футбол. Стараюсь смешить на поле. Ну, блин, ну ты не смешишь, ты там нормально, наоборот, угрозу всем кидаешь. Ну, фланг ты хорошо отбегал, да, в принципе. Рахмат. Все, спасибо большое. Все, спасибо. Все, пошел, да? Не, ну Намыс хорошая команда. Да, давайте немного поговорим о финале уже непосредственно. Спасибо большое. Можете идти. Можете идти. Спасибо. Я тоже так по составу посмотрел, там, я просто, да, кыргызстанскую премьер-лигу особо, не знаю, как вы нашу, да, Да, но да. там все игроки из премьер-лиги, там, со сборной, да, ну, классная игра будет, чувствую. А у меня в вот последний вопрос есть. А Булитали считается за полноценный проигрыш? Нет, ну в целом это как разделить 3 очка, да, на двоих. То есть Ну тогда пока только мы в порядке проиграли, все. только в порядке проиграть. Пока Ну да, это в целом как бы счет 1-1, это как ничья считается. Ну там уже делится по очкам, то есть 2 кто-то забирает, 1 оставляет кто-то себе. То есть, Спасибо. чтоб, какой-то победитель. Но это тоже, знаешь, Только вам. Справедливости ради я скажу то, что мы обыграли всех топов в Казахстане. То есть и Вангейм, и там Вангейм, который дважды финалист МФЛ, Жайдарман. Мы с СД не играли еще пока что, но я думаю, этот матч, я не знаю, когда состоится, но он состоится. Да, но он тоже будет мощный, да, тем Да. более, если вы еще и выиграете МФЛ Кыргызстана, Да. ну это будет просто бомба матч. Так, Провести на вашем поле, на физкультурном. без проблем договоримся. Не, Да. потому что мы уже почувствовали это поле. У нас шансов больше Им будет будет. тяжело. Да, все уже отскоки, кочки. Все же знаете, да? Не, ну, кстати, вот команда Намыс там хорошо сыграли на этом поле. Вот у них как будто вот Уже мяч. знаю, да? Не, ну Да, пацаны отскакивает с такой, премьер-лиги хоп, не ой. тренируются там, нет? Это их домашний стадион. А, домашний стадион? Чей? Баси. Чей стадион? Физкультурный Брат, домашний ты точно стадион с Намыс. Намыса, да? Я с Намыса. Не, Баси, вот, короче, мяч сюда, я вот сюда отхожу, а тот уже туда бежит, и реально отскок туда, они все Направо каждую бежать. кочку. Когда туда падает, нужно направо бежать, да. Это ты про вон ту кочку, да, которая да, ту лежит? кочку. Третья Налево кочка летит. слева, которая. Не, на самом деле, как бы мы же знаем, то, что когда человек в одном том же много-много и уже автоматом, ну, понятное дело, то, что игроки Кыргызстана более подготовлены были на это поле в целом. Ну, а команды, у меня вот такой момент был, у нас есть мячик, и очень интересно посмотреть на, наверное, как команда Намыс и вот финалисты наши, да, получается. Не, мы здесь тоже можно профика позовем? Даже здесь. О, Медика же! А, он тоже медик. У меня мозоль. Я блогер. Он подготовился, да? Обувь снял, типа сразу. Ну окей, может вы? Не, давайте лучше я Зоя. Давай. Пойдем? Ну мы сделаем так, наверное, просто это ради интереса, да, чтобы посмотреть, насколько, какая команда может, выиграть, условно, это будет тоже какая-то ставочка. Если там побеждаешь ты, условно, мы все будем, думать, что в порядке выиграет. Чеканите ты, Бирбингерге передаете просто. Да, там тык-тык-тык, передал, шаг. Да, держим мячик. Кто уроняет, тот на жопку. Сразу на кубок сыграть. Да, можно несколько касаний. В принципе, сколько касаний, главное, что хочется посмотреть на эту красоту. Давай. Ух, ой. Ой, отлично. Ой! Все, ушел. Ну, низко получилось, да? Низко дал. Лев. Низкий поступок. Низко. Видно стендапер сразу. Ну, продвигаемся дальше. Давайте поговорим о бомбардирах, о лучших снайперах. Очень удивительно, что,
как удивительно. Конечно, хэт-трик Терри Тим, сразу его, фух. А на первом месте, по-моему, Криштиану стоит с команды Джо. И Криштиану с команды Джо. И Артыкбаев, да. Артыкбаев. Артыкбаев. Кибляты. Рыскельди. Рыскельди забил 3 гола, да? Да. 3, да? 3. Да я вообще не слежу за командой. Они в команде. А я даже не подписан на вас только. Написано, да. Не так чисто вот. Итак, по регламенту медийной лиги каждая команда была вправе заявить одного медиа-игрока, который мог за собой еще привести аудиторию. Это как бы в пользу, в плюс медиа-лиги. И каждая команда воспользовалась этим. И сейчас на носу финал. То есть это вот прям финал-финал, это прям окончательная финишная прямая. И командам вот такое просто как бы на обсуждение заявить, то есть продлить того же игрока, который был в качестве гостя, на финал. И очень интересно знать вообще, насколько это выгодно и интересно команде «Намыс», насколько это выгодно и интересно команде «В порядке». То есть вы же понимаете, что Суя тоже там делал решающие моменты, да, по игре. А вдруг именно он станет ключевым игроком в финале, ну, условно. А мужиков, правильно будет ударить, мужиков, да, корень мужик же. Вот. Мужиков, получается, если не покажет себя. Или наоборот. То есть вот этот момент, то есть, чтобы мы обсудили, вот здесь вот полностью на этой пресс-конференции закрыли и уже прямиком в финал. Давайте послушаем разные мнения Я думаю, сторон. что неважно, покажет или нет, мы хотим это. Ну, я не против, допустим. И я бы хотел, чтобы за нас играл в финале Севжан Мужиков. Да, ну, легенда казахстанского футбола. Да. Я просто сам еще в Астане вырос. И я в детстве ходил на матчи. Он был капитаном Астаны еще, когда они в Лиге чемпионов играли. И как Ну, бы, это прям и да. на одном поле с ним играть приятно, да. И мы в центре вот играем втроем там. Ну, Конечно, так надежно, так спокойно, да, рядом. Так, насчет команды «Намыс». Что скажет команда «Намыс»? То есть, ну, мы услышали, как бы, что там весело, что там смешно, там уже вспотел. Да, уже. там- Он ни там слова это не шутит там. сказал уже. Шутки рассказывать. Ну да, как бы нам тоже Суя бы помог, да, в финале. Так же, как и Мужиков команде «В порядке». Думаю, да, и им, как бы, и мы увидим, да, и нам тоже хочется поиграть с такой легендой, как Мужиков. Вот, это уже И интересно. если вы так быстро согласились, тогда мы против. Блин, тогда может, Значит, тогда он можно. сильный какой-то. Вы думали, ломать будете, да? Я Тогда просто, мы у против. нас Болжан Трусбек играл изначально. Он первый матч сыграл, Ну. 40 минут. Это тоже легенда у нас казахстанского футбола. Да. И он сломался. У него надрыв Пах. да. Дёрнул. И он теперь у нас как второй тренер ездит, катается. Не, ну, У без нас кто проблем. ломается, как тренер сразу уходит. Не, ребята, в целом это медиа-лига, медиа-футбольная лига, и мы в основном здесь не делаем не ради того, чтобы там показать настоящий футбол, потому что он бы как бы есть, профессиональные лиги существуют ради этого, а мы больше ради того, чтобы мы увидели такую там легенду, условно, да, футбола, и там, не знаю, певца или там, не знаю, блогера, которые вместе играют, вместе обнимаются, празднуют голы или вместе разочаровываются. То есть для нас это, ну, стоит выше. Поэтому, если команда «Намыс» согласна, если команда «В порядке» согласна, этот момент мы можем как бы закрыть, и команды могут спокойно готовиться к финалу. Я не услышал точного ответа от «Намыс», или услышал? То есть вы согласны мы на то, согласны. чтобы сыграть против команды «В порядке», что против вас сыграл легенда казахстанского футбола? Мы рады сыграть. Вы рады Да. сыграть, и команда «Намыс» заявляет Сую, фамилия Сандали? Мамралиев. Мамралиева Сую. Кстати, тоже человек отбегал 8 матчей за сборную. Ну, не столь популярный, не такая уж пока легенда, как Мужиков, но вы согласны, значит? Да. Все, анда, қол беріш болуға, пожалуйста, можно руки. Подожди, так, сейчас какой-то подвох, кажется. Вот, братья, все, это круто. На самом деле я тоже рад, потому что я, честно говоря, не ожидал, что это так легко так разрешится. Команда «Намыс» тоже, ну, классно выразились в плане того, что и им будет, знаете, будет приятно поиграть против такого игрока большого уровня. Ну, в целом, команде «Топ Тим» спасибо большое вам за этот прекрасный турнир.
Вы тоже бились достойно, там, получается... Спасибо организаторам. Ну, меня не кажется- хватило, да, Мне допустим? кажется, если бы Топ-Тим вышел в финал и было бы такое предложение, начали бы писать, опять регламент под себя. Нет, так Видишь, что- мы остановили это. Да, всё, ребят. ну, тем Или тем вы и лучше. специально проиграли, может. Да. Нет, ну в целом вообще все, что произошло, это не специально и не случайно. То есть, значит, вот это вот так и должно было быть. И в целом мне нравится то, что сейчас происходит. Команда «Намыс» тоже мне нравится по темпу игры. Вот смотришь и прям кайфуешь. Какие передачи были против команды «Бромвич». Вот диагонали, вот эти. Каждый игрок умеет грамотно это все как бы доисполнять. А в порядке, конечно, очень интересная команда. Мы как будто уже как бы поняли, на каком это уровне. Футбол все-таки в Казахстане, и медиафутбол более раскачан, продвинут, чем у нас в Кыргызстане, потому что вы видите, у нас есть свежие, новые команды, которые из стареньких, это вот Топ-Тим получается, да, и еще пару команд, которые тоже проиграли. Но ничего страшного, спасибо большое команде Топ-Тим, «Намыс» в порядке. Так, ну тогда все моменты закрыли. Благодарим вас за это присутствие, за ваше время, за эту прекрасную игру, за классные, шикарные перформансы, голы. Надеюсь, все понравилось. И команде в порядке. Хочется еще за их организованность, за то, что они просто наши братья с соседней страны, вручить еще один подарочек. Давайте еще один пакетик. Это, наверное, левше, да, наверное, да? Давайте медиа там, да, более. А это что ты уже взял, да, значит? А вы пробовали, кстати, нашу вот, продукцию Бозо? Да, конечно. Бозо. Брат, я наполовину кыргыз, если что. Кстати, мы же общались, значит, это. Так что биртуан, настоящий биртуан. Его ломать не будем. И еще хочется немного, знаете, вот примерно вот ожидания вашей команды насчет финала вообще. Вот ты говоришь, что 2-1, 1-0. Можно услышать мнение команды? Я думаю, порядке? то, что также, да, счет будет. Такой рядом, да? Разница, да, 1-2 мяча. Ну, матч сложный будет. Хотя, я вот не знаю, как мы-то даже играли на другом поле, на этом поле. Может быть, даже больше. Да не, все равно, не кажется, голов знаю. мало будет. Очень мало, максимум 3. Ну, да. В целом, в общем, да? Да. В целом. Но не хотелось бы заканчивать матч буллитами, потому что Это лотерея, да. короче. Да, ну там получается не только булить, то есть игрок будет кидать, да, и принимать, ну там либо Пенальти пенальти, или, либо да. булить. Но все равно даже пенальти, серии пенальти. Да. описаны, как бы Ну, чуть-чуть нам нет. же хочется посмотреть просто красивую игру, прям реальный финал. Это была медиафутбольная лига Кыргызстана, команда в порядке, «Намыс», Топ-Тим. Увидимся уже в воскресенье в финале. Подключайтесь, будьте с нами. Спасибо нашим партнерам 1xBet, Легенда, Шоро, Nitro Fresh, Абдышата и Кыргызский футбольный союз. Увидимся. До скорой встречи. Болды. Все, от души, Мужики, братья. не отходя от кассы.